Салям Бутаровга! С Абхазии доктор! Мы встречаем рассвет в Абхазии! Посмотрите, какой мега крутой рассвет! Или это закат? Как правильно? Это рассвет. Рассвет! Автомобильный мост был построен пленными немцами. По нему Офигеть! сейчас до сих пор проезжают машины. Да? Чё ты, блин, страшно, тут как проезжает машина? Да вы пахал Раньше досок вдоль вот этих не было, ездили вот по этим поперечным доскам. А там дальше правее строили ГЭС. Помните, вот это Сталин? Ага. Вот, он очень много здесь... Помните, всего как был застраивал, Сталин ты? Индамир меня вообще тупой Или я такой кажусь? Прикиньте, дорогу построили, да, чтобы построить дачу Сталину. Представляете, ма? Тут еще на этой реке, оказывается, как река называется? Бзып. Делают сплавы, доктор. Мы сейчас вот проезжали, везде базы вот людей, которые делают сплавы, доктор. И тут есть, говорит, еще экстремальные виды сплавов, где-то там в горах повыше. На реке Кадор. На реке Да, Кадор. чуть дальше там уже более профессионально, более интереснее. Ага. Здесь они такие более туристические, относительно спокойные. Ага. Прикиньте, тут машины до сих пор ездят. Когда Памир сказал, тут машины ездят, я не поверила, а они, оказывается, действительно ездят. Куда нам встать? Бисмилла, на доскалар, весерек. Прикиньте, куда он едет-то? Ой, мамочки. Здравствуйте. А вы куда едете? Что там, деревня есть, что ли? Да? А что там делаете? Что сказала? Что сказал? Блин, прикиньте, это местные, что ли? А там что, деревня есть, что ли? Нет, не знаю, может, по делам едет. Куда? По делам, может. Вообще тут сейчас конные прогулки будут. Тут ребята иногда периодически катаются, да. Қарағдайлы достар, бізге даже мына Дамир сухпаядыр деп қойған в дорогу, представляете? Сейчас посмотрим, что там. У каждого свой такой пакетик. Вот. Да, распаковкачек, достар. Мына банан қалған, сонан соң хау, әрбіреуідегі бар. Сонан соң, достар, алма. Батончик даже бар, прикиньте. Вот это очень хороший батончик. И влажные салфетки. Представляете? Блин, Дамир, нам туалет надо, потому что, знаешь что, мы фиталакс выпили. Знаешь, что такое фиталакс? Нет. Нет, фиталакс? Очищение? или что? Это слабительное. Да. Чтобы тебе машину не испортили, Поехали. воздух не испортили, скорости дай. Минут 10. Минут 10, ой, минут 10, я не знаю, вытерплю, нет. Тут Дамир рассказывает, как здесь проводят свадьбы. По 800, по 1000 человек, говорит, зовут на свадьбу. А мне там, а как эта свадьба-то, невыгодно же такую свадьбу проводить-то, разориться можно. А он говорит, а здесь, говорит, по-другому проводят свадьбы. Назначается, говорит, определенная сумма, которую гость должен принести на свадьбу. Приносит, говорит, конверт. И представляете, кто-то стоит, охранник какой-то возле вот этого банкетного... Может, как бухгалтер. Бухгалтер, да, стоит. Открывает, говорит, конверт, пересчитывает сумму, и если назначенная сумма в конверте, то его пускают в банкетный зал праздновать свадьбу. Представляете, мне это очень нравится, очень нравится. Надо тоже это ввести у нас. Это, Регина, вообще, Регина, туинды уткархан, бляхма не тебя. Я буду проводить свадьбу по-абхазски, тебя. Бухгалтером. Вот это прикольно. Шаурма кімдікі? Кімнің шаурмасы? О, какой горяченький. Скажешь, какая шаурма. О, а былар, короче, не кесейм. Ничего не делаем, это вообще не айран. Был вообще, как всегда, расслабляет. Вот, знаете, я чему завидую Альберту? Тому, что он умеет расслабляться и наслаждаться жизнью. Куда бы мы ни приехали, он наслаждается жизнью. Твое? Да. Горяченький. Приятного аппетита. А миники кайда? Ну, какой-то пирожок. На, пирожок. А что? Я такой не ем, мин какой-то, а лемеки заказала. Грилата же я заказала. А моего грилата нету. Эх, вы что, хотели меня голодным оставить, что ли? Вот же я заказала грилата какой-то с брынзой и зеленью. Впервые в жизни хотела попробовать, что такое грилата. Брынза, зелень. И то не дали, доктор. Вот. Не, Вот это вот. Видите, грилата с брынзой и зеленью.
Это что такое вообще? А вдруг это невкусно? А? Типа сыра. Ну, брынза я знаю, что такое, а грилата что такое? Ну, это название такое, вот типа пирожок. Пирожок? Один черт пирожок, доктор. Дамир, я там? понял, не женат. Это там уже не замужем. Короче, Альберт, кстати, со вчерашнего дня пытается Регину замуж выдать. Он всех своих... Хочу погулять. Туйда хочет погулять. И хочет, чтобы его кова стал сам Элвин Грей, понимаете? И он вчера перебрал всех своих троюродных, двоюродных, всех друзей, дальних родственников, и моих, и никого мы не нашли холостого. И вот Дамира нашли. Оказывается, Дамир в разводе. Но он не наш родственник, конечно же, но хороший парень, занимается турами. Так что, Регина, давай. Вот я два холостых. Тетя. Я пока хочу жить посчастливо. Вот, это грилата. Вот, короче, пирожок, доктор. Просто не дрожжевое тесто. И сюда сыр с зеленью. И сюда сыр брынза. Прикольно. Только мне нравится какой-то состав там. Вот вечно меня сюда брынза, или веришь, нет? У меня вот вечно с кафешками, с рестораном проблемы, потому что нет, не тянется. Это волос. Да, ну ладно, черт с ним. Пускай будет волос, доктор. Я не привередливая. Ну вот знаете, в чем прикол? Всегда в любом ресторане мне какой-нибудь косяк попадается. Я притягиваю все косяки ресторанов. Я не знаю почему. Мен сізге бір история айтайын. Осы екеу кесе отырып қалдылар үстел артында. Мен ұйқыларға кеттім. Содан мен айтамын енді еселе яттығыз дегенім, сағат 2-ле яттығыз да енді тем. Альберт айтты, нет, попозже вроде ты. Я еще ждал, когда Регина выйдет из душа ты. Ну это нифига себе. Какого черта ты ждал, когда Регина выйдет из душа? И что это вообще значит? Что это значит, Регина? Почему он ждал, когда ты выйдешь из душа? Опять? А я ничем ждала, когда Регина выйдет из душа. Дама сказала, мне ждал. Она сказала. Вот смотрите, доктор, какая красота. Прямо баяның астында ысынлап та голубоватого вида, бирюзоватого даже озера. Вообще шикардосное место. На самом деле тут много чего красивого можно найти. Едешь и всю дорогу рот открытый от таких шикарных видов. Вот, посмотрите. Ну неужели это не красиво? О, это очень красиво же. Кстати, фотка. Сфоткаться. Офигеть, смотрите, в этих шапочках с саблями сфоткаться. 3000 фотографий стоит. Возле Голубого озера, доктор. Дамир, давай расскажи, что там, что это за озеро? Голубое озеро, оно небольшое, но достаточно глубокое. Здесь 49 метров глубины. 49? Да, это карстовая впадина, с земли течет вода, это подземное течение. Благодаря этому течению здесь вода всегда 5-7 градусов. И зимой, и летом. Да? Не водится ни один планктон, ни одна рыба. Еще он является омолаживающим. Только не надо разбегаться сразу прыгать. Можно там пойти. Сейчас все женщины услышат, что омолаживают и прыгнут в это озеро. Омолаживать, да? Да. Все прыгаем. Да, все прыгаем. Ты на что-то какашку села. А? Я на что-то какашку села. Где? А куда ты села-то? Где села? Куда-то делать мне нету? Нет. Чего вы там все на какашку сели? А, вот этот столбик. Это Вот, не по-моему, какашка. Это какашку понюхай. В машину не садится все. Машину тебя не посадят. Где нам да ювал, бар? А разве можно? Это же у тебя этот, как там его? Природно. Это у тебя не какашка, а вот этот, как нам называется это? Водоросли.
Такое же озеро у нас есть в Нуриманском районе Республики Башкортостан. Тоже такое же карстовое впадина. И там есть озеро, где вот как раз-таки выпускают минеральную воду Сарва. Вот, знаете, у нас тоже такое озеро. Что, ты смыла свою какашку? Азалия на какашку села, доктор. Вот, арагдаль. Я холай! Азалия, ты как будто обкакалась, бля. А что там прям сильно? Даже Дамир от души гуляет. Он тебе сказал, машину не посадят. Вообще сильно. Прям сильно? Да, влажно статуэтками кутинды его. Это смелость, Азалия. Это смелость признать, что ты села на какашку. Не каждый может признаться, что он сел на какашку, доктор. Что мне еще остается сказать, что я обкакалась сама? Азалия, кутин потом надо. Разумеется. Ой, я боюсь, да. От вас молится. Звезды пролеты во вред зазря. Сияет свет таких синтетики. А дверь не откроется? Дербанят на куски эту отраву. Заревели горы. Идет по плану. Посмотрите! Халала, халала! Это очень красиво и мега круто! Это что за красота? Горная река Абхазии! Обалдеть! Обалдеть! Обалденное место, Дустан! Ой, такое ощущение, как будто, знаете, в сказке находишься, как будто это нереально, нереально, фантастически. У меня просто словарного запаса не хватает, Дустан, чтобы описать всю эту красоту. О, мы что тут, пикник, что ли, будем делать? Привал! Прикиньте, у нас тут там привал, оказывается, Дамир даже, вот, смотрите, столик принес, да, и стульчики. Представляете, мы здесь будем приваливать возле речки прямо. Вот это круто! Где вы такой сервис увидите? А то тут всякие автобусы ходят, минивэны, они прям останавливаются на минутку и сразу же уезжают, быстренько пофоткаются и все. А вот Дамир, да, вообще меня что понравилось, да, на лайте, вообще круто. Он говорит, наслаждайтесь, сколько хотите, фоткайтесь, ходите, говорит, все от вас зависит. Я, говорит, во времени вас не ограничиваю, понимаете? Это же круто иметь такого гида. Тем более, когда в Башкортостане, ты тут старый тамактан. Ладно, ты меня повезла. Повезла. Прикинь, я такую красоту бы пропустил. И лапки кися похмельдан бармайым тебе тайны. Короче, достар, был да похмельдан. И меня и так искен, мен никуда не пойду ты. Я останусь, буду пляжда, буду лежать ты, отдыхать ты, бармайым бір қайдала. Мен буду әрдәп киттім. И представьте, мына хадыр меня рахмат айта. Как можно пропустить такую красоту? Бляха-муха, мындай елға-то терен, достар. Посмотрите, терен. Это просто прикольное место. Такая еду, думаю, блин, вот бы кофе попить в очень каком-нибудь шикарном месте. И прикиньте, Дамир как будто прочитал мои мысли. И мына қарағызали, өзімен үстел әпкеген, өзімен, как это вот это называется? Горелка әпкеген. Турка әпкеген, турка мәлі. Вот, у него все есть, все свое носит с собой. И прикиньте, на белекейгене кофейный чашкалар әпкеген битәлі. Ох ты, не какой-то пластиковый стаканчиктар, достар. И у нас хадыр матур, шикарный урында бізге кофе дышырып эсерді. Ой-ой-ой. Это просто мечта, достар. Это просто мечта. Мен қуанып ете алмаймын, достар, бұнда келгенге. Қуанып ете алмайым. Эй, рахмат, Дамир, мне. Я не ожидала, что Дамир нам сделает такой сюрприз. Прям мы очень рады, что приехали сюда. А мына ошы екеу. Кесе әдірек артық вино өсеп таштап, бүгін бармайды тейдарине. Хәзір қуанып ете алмайдар. Звезда нашлась. Анау ташқа мініп алдылар, бүтін қыздарды 100 мәртебе фото төшті білі. Фотосессия, өзінің матур күлмен кейіп алғанды. Әйдә төші. Русалка хынақ типа. Типа она русалка.
Не знает, что Башкортостанның самая главная русалка Бандамин? Помните же мою песню «Хап-хап-хап»? Хап-хап-хап, балық-хап. Тип хорағат мен келдім, мәңгілікке хиня, жүрегімді бердім. Блин, это вообще просто кайф. Кайф? Блин, он вкусный, вообще класс. Қалай матыр чашкалар алып келген бит Он әлі. тәмді олай. Қарағыз әлі. Мына осындай витта кофе сәғат. Это же просто офигеть как круто, Вообще. достар. Какой интересный кофе. Обязательно, Дутар, посетите Абхазию. Обязательно. У вас эмоции останутся на всю жизнь. Дамир, это как будто нереально. Как будто нереальность прямо. У меня целый мешок мелочи. Видал, сосун Вашингтон? Ты запасливая? Я все свое ношу с собой. Не Видишь? Вот смотри, что у меня еще есть. Расческа для кирпиков надо? Нет. Потом что, найс? Нет, не надо. Потом не пятерочки. Карта пятерочки. Тампоны, тампоков. Не надо? Ладно. 20 рублей? Нет, 20 рублей надо. На. 20 рублей. Да они тоже одолжи 20 рублей, пожалуйста. Вы все должны мне будете меня поставить. Я тебе перекину на карту, ладно? На карту. На карту. Перекидывайте все мне на Комиссия карту. На. Кому еще 20 рублей? Мне. Сыте на здоровье. Себе тоже возьму, алло. Сен қайда? Қайдамын-да? Инең бақшы. Бұнда ты, қарағыда әлі достар. Бұл уже пиво алғанда с видом на озеро есікте отыра. Сухумская. Сухумская. На, я Ну-ка хочу давай попробовать. дегустируй, да, Айт. Офигеть, с каким шикарным видом Альберт наслаждается. Я такое еще пиво так не пил с таким видом. Да? Как пиво? Давай, как знаменитый дегустатор Республики Башкортостан. Ну, сразу скажу, оно среднее. Ну, нормально, вкусное, но среднее. Ну, самое лучшее пиво это Башкирии и Татарии. Потому что культура пивоварения там очень у нас развита. Культурно. Культурно развита. Здесь даже унитаз смывает горной водой. Понимаете, да? Вы такое больше нигде не увидите, туалет. Офигеть. Круто, да? Посмывается горной водой. Дамирға прямо благодарна от всей души. Шундай матур урында көрһәттең. Шундай матур урында кофе бар итеп эсергәнесең. Дөньяны кыбыра. Дай мен сине расцелую. А у меня герпес вот там вылез, знаешь, да? Ой, блин. Я был герпес түгел, он купе, блин. Вы прям счастливы стали после туалета, да, смотрю? Да, мы после каждого туалета становимся все счастливее. А не от видов шикарных. Что, все? Пошли наслаждаться красотой? Так, короче, друзья, мы находимся на знаменитом озере Рица. Это просто фантастический вид. Стоит обязательно сюда приехать и увидеть своими глазами, потому что тут камера нифига не передает эту красоту. Ну посмотрите, это же райский уголок. Озеро Рица. Рица достаточно молодое озеро, ему порядка 300-350 лет плюс-минус. Было образовано природно благодаря горе, которая находится позади нас.
случилось землетрясение, произошел раскол горы и обрушение. Это обрушение завалило ущелье, по которому протекала река. Так образовалось озеро Рица. То есть Рица, можно сказать, запруда. В него впадает 5 рек, и одна река вытекает. Глубина у Рицы 116 метров. 116 Мы метров. с вами А видим водолазы не туда все спускались? озеро. Иногда бывает плавают, да. Мы видим с вами не все озеро, оно еще поворачивает направо. То есть озеро имеет форму неправильной восьмерки, так называемой. Да? Мы когда будем объезжать озеро Рица, вот дача находится прямо напротив Салина. Мы увидим Рицу с той стороны, и там цвет, кстати, насыщенный. Тут цвет озера зависит от того, с какой стороны падает солнце и с какого ракурса ты на него смотришь. Достар, очень рано Да, вы приезжайте. выезжаете. Поэтому Мына ранее Дамир выезд, молодец, потому бізді таңғы дұртта забрал. Ну вот, и так и надо. Да. Ой, так и надо ехать, типа, гидянып тұрған была. Я уже 500 раз рахмат Ага. Кого там полчаса ждал? Полчаса ждали был кішіні прям, потому что бармай, мен жоқтайым, деп халде өтірі илап. А қазір 500 раз ана рахмат айтады, рахмат айтады. Такое ощущение, как будто мы в әлі қайда өтей. Сителде. Я бы сейчас эти день. Ну, сителдейн, да. Знаете, что я заметила, доктор, в Абхазии, и не только в Абхазии, в Адлере, везде собаки спят. Юлур, она еще бір ұятып алған, ұйықтап так, көрдіңіз ме? Вот. Алар идут и бац, падают, и вот спят. Видали? Вот, рахаттанып ұйықтап алар. Пофиг, күні түн ұйықталар, қайда қарама. И знаете, что еще заметила? Они все упитанные такие, прямо толстенькие. А у нас, да, все собаки худые и злые, и постоянно бегают в поисках еды. А тут толстенькие, ленивые, юкосулар. Сегодня я буду вашим гидом по даче Сталина. Доктор, смотрите, вот это у нас дача Сталина, она в зеленом цвете. Почему? Потому что опять-таки цвет маскировки, и это, оказывается, был любимый цвет Сталина. Представляете, да? Вот зеленая дача, да. И смотрите, рядом построил дачу Хрущев. Короче, Хрущев приехал такой и говорит, какого черта? Значит, у Сталина была дача, а у меня что, нету, что ли? А я что, не могу себе позволить, что ли, дачу? И такой тоже замутил свою дачу. И вот, прикиньте, вот он построил рядом, прямо со Сталиным, дачу. И тоже покрасил в зеленый цвет. Ну, чтобы тоже маскироваться, чтобы, если что, его никто не мог найти здесь, среди гор, дремучих лесов. И, короче, потом после Хрущева пришел к власти Брежнев. Брежнев такой приходит и говорит, ага, какого черта? Значит, у Сталина была дача, у Хрущева была дача, я тоже хочу дачу. Брежнев такой нормальный мужик был, не очень амбициозный, походу, делал, и ограничился коридором. Он решил здесь коридор соединить, 2 дачи. И такой говорит, а я буду гулять, эти 2 дачи мои. И сталинская, и хрущевская моя дача будет. И поставил вот тут коридорчик, представляете, и гулял с одной дачи на другую. Вот, и этот коридор назвали негласно Брежневский коридор. Прикиньте. Сейчас, доктор, мы зайдем внутрь и вам все покажем, расскажем. Представляете, мы, доктор, здесь сам Сталин спал. Это же вообще очень интересно. Представьте, что здесь ходил Сталин, спал, ел, сидел, по телефону разговаривал. Это очень интересно, очень интересно. Тут громко разговаривать нельзя. Во второй спальне, да, доктор, и тут точно такая же мебелировка, мебель такая же зеленая, также вот 2 кровати, тот же самый палас, тот же самый диван. Странно, все комнаты прямо один в один похожие. Что за фигня, я не могу понять. Опять такая же спальня, доктор. Мы вот зашли в 3-ю спальню, да, и она один в один похожа на предыдущие 2 спальни. Длинный стол, много стульев. Тут, короче, решались политические вопросы, заговоры, интриги, репрессии. Даже запах такой здесь, репрессионный. А сейчас мы проходим по самой светлой, легкой комнате, по легкому коридору. Это коридорчик Брежнева, который он построил между 2 дачами, между дачей Хрущева и между дачей Сталина. Ну, Брежнев, по ходу дела, был очень легкий, позитивный человек, потому что здесь сразу светло и красиво, и приятно находиться. Смотрите, вот какие окна, здесь вот шикарный вид, что с этой стороны, что с этой стороны, видали? Офигительный вид.
Все бы хотели иметь такую дачу. Ходим в коридорчик. Ай, какой коридорчик? В дачу Хрущева. Знаете, вот по дому человека можно понять, какой он человек. Особенно по ванне этого Хрущева. Да? Да? Ну, что с ним? Вон там. Ага, по Ване Хрущева. Вот. О, офигеть! Хрущев, однако, был очень интересный человек, потому что, смотря на его туалет, очень интересно, ванную комнату, в розовый унитаз. Я думала вначале, что мне показалось, розовая ванна, розовая раковина. Офигеть! Обычно мужчины в таких тонах не делают ванную комнату. Очень странно, да? Очень интересно. Но он такой веселый, с юмором мужчина был, по ходу дела, судя по его ванной комнате. И вот Довтар сразу же вот ванная комната, и здесь же у него спальня. Ага, тут уже повеселее, да, Альберт? Хрущев-то спальня, не то, что у Сталина, да? Ну, мы говорим, мы советский сегодня шанган. Ага. Санаторий Вара-Вара, человек. Да. Одела фуражку самого Сталина. Прикиньте, он в этой фуражке катался на этом катере. Представляете? Вообще, какая реликвия. Даже пахнет фуражка Сталина. Страшно стало. Вот Сталин рахаттар вешаганай Довтар. Вообще, шундай матур урумда. Тусить иккен. Знал ведь Сталин, где построить дачу. Знал ведь, да? Выбрал самое красивое место, Довтар. Смотрите, какой вид. Это просто невероятная картина. Я не верю своим глазам, что я нахожусь в этом месте. Здесь купаться нельзя, потому что абхазцы считают, что это озеро Рица священное место, очень священное место. И здесь, если кто-то будет купаться, типа осквернил это место. Поэтому, Довтар, здесь никто не купается. И вообще запрещено купаться. Понимаете, Довтар? Можно вот на катере покататься, на катамаранах покататься, просто пешком пройтись, насладиться этим видом. Кстати, здесь еще сдают домики, но цену я не знаю. Вот это шикарный вид.